Не уходите далеко. Не ухожу, да, я буду рядом. Да. Дорогие друзья, я очень рада вас видеть, уже знакомые лица. Это замечательно, что мы с вами встречаемся регулярно. Вот Мария Александровна сказала, чтобы я на январь тоже что-нибудь придумала. И я думаю, что эта встреча тоже будет для нас приятной. А сейчас позвольте начать со стихов Прасковьи Ивановны. Ах, как хочется верить, что все мы хорошие, что со всеми и можно, и нужно дружить, что никто не окажется в трудностях брошенным, и друг другу поможем мы все пережить, но приходят, как горько, разочарования, то в одном, то в другом из знакомых людей. Я прощаюсь, прощаю, а мне врачевание. Сердце, будь осторожен, похолодней. Но такие есть души, что чистое золото. Не ржавеют их чувства, надежна рука. В дружбе с ними спокойно, светло мне и молодо. И любая дорога легка, широка. Вот такое замечательное стихотворение написала Прасковья Ивановна Чисталева 23 октября этого года, нет, 22 октября этого года, 23 года, исполнилось бы 100 лет Прасковье Ивановне Чисталевой. Там пришла Валентина Толстинна, я видела, хоть бы она не ушла. Да, здесь, да, извините, я не заметила, как вы уже пристроились. Так, пожалуйста, переключите меня на фотографии. Я думаю, каждому из вас понравилось это стихотворение. Оно связано с каждым действительно из нас. Мы все теряем друзей, находим друзей, разочаровываемся. Прасковья Ивановна была человеком очень прямым, очень правдивым, очень искренним, хотя это синонимы, но тем не менее каждое из этих слов усиливает ее черту характера. С Прасковьей Ивановной мне посчастливилось быть знакомой более 20 лет. В 1995 году наша страна отмечала 50-летие Великой Победы, и Прасковья Ивановна, как сотрудник нашего университета, была приглашена в Музей истории просвещения Коми края на открытие выставки и вечер. Здесь эта фотография будет мелькать. Я не закрываю вам экран, частично закрываю. Но еще до этого я была знакома и с Прасковьей Ивановной, и с Прометеем Ионычем. Напомню, ее муж, первый и единственный. Мне вот как-то встать надо, чтобы я никому не мешала. Ничего, что я сюда встала? Вам ухо кричит. Прометей Ионыч Чисталев, ее первый и единственный муж, был композитором. Дело в том, что я недавно встретилась с одной женщиной и говорю, вот я недавно, такой малознакомый, вот я недавно была в Нюрчине, в музее Чисталева, она говорит, я постоянно езжу в Нюрчин, там у моей подруги дача, а кто такой Чисталев? А что там есть музей? Я очень сильно удивилась, и поэтому сегодня вам решила напомнить, кто такой Чисталев. Не значит это, что я вас хочу обидеть этой информацией, просто у каждого свои интересы, и поэтому мало ли как-то это имя прошло мимо вас. Прометей Ионыч Чисталев родился в 1921 году в Нюрчине, и в этом же поселке он умер в 1988 году. Он был заслуженным работником культуры России, кандидатом искусствоведения, известным композитором, собирателем музыкальных инструментов и председателем хорового общества, первым председателем Союза композиторов нашей республики и директором музыкального училища нашего города. Вот в общих чертах, кто такой Чисталев. Его произведения, музыкальные произведения,
известно музыкальному миру, но и публика его достаточно хорошо знает. Вот здесь, кстати сказать, есть фотография, где изображен Чисталев. Вместе вот это слева Чисталев, в середине это Александр Осипов, композитор, а справа Геннадий Юшков, известный комик-писатель. То есть они, вот это поколение, дружили между собой. И скажу сразу, между ними никогда не наблюдалось вот духа соперничества. Они дополняли друг друга. И это касается не только композиторов, писателей, но и художников. И я, кто тогда присутствовал, рассказывала вам в этом ключе и о художнике Энгельсе Васильевиче Козлове, который является автором 2 портретов Прометея Ионовича Чисталева. Прасковья Ивановна познакомилась с Прометеем в годы Великой Отечественной войны. Они служили в одной дивизии. Она была вообще радисткой во время войны, она была и писарем во время войны, а он являлся политруком. И они оказались на одном Прибалтийском фронте. Как ни странно, во время войны действовала художественная самодеятельность. Они вместе участвовали в драматическом кружке, пели в хоре. Он руководил вот этими мероприятиями. Кроме того, проводились и политические занятия, которые вел как раз Прометей Чисталев, как политрук. Прасковья Ивановна, она была человеком очень любознательным, очень эрудированным. До конца жизни она обладала великолепной памятью. Все свои стихи, а у нее вышло 15 сборников стихов, знала наизусть. Стоило ей только взглянуть один раз, и она тут же сразу все вспоминала. У нее был великолепный слух, и музыкальный, и такой в общепринятом отношении. И когда, знаешь, что ей уже за 90, а Прасковья Ивановна родилась, как я вам сказала, в 1923 году, а ее не стало в 1916 году, когда ей было 92 года. И когда люди, видишь, что человек преклонный, начинали громко ей кричать, она закрывала уши и говорила: не надо, не надо, я прекрасно слышу. И поэтому, конечно, вот ее тонкий музыкальный слух, он очень ей помогал во время войны в должности радистки, потому что, сами знаете, точка, запятая, и нужно было сложить какое-то спецзадание, какую-то информацию. Прасковья Ивановна слышала, что вечерами Прометей играет на гармошке. Дело в том, что у Прометея была очень музыкальная семья, и они в Нефчине, когда он еще был маленьким, постоянно устраивали домашние концерты. Каждый из членов семьи играл на каком-то музыкальном инструменте. Благодаря своему деду он впервые для себя открыл инструмент сигудек, который потом пошел благодаря Прометею в народ. И часто даже, когда еще фильмы были в Нефчине, показывали беззвучные, он их озвучивал определенной той или другой музыку. Он очень любил классику и прекрасно играл в годы войны и раньше и Шопена, и других очень известных сегодня композиторов. И Прасковье Ивановне это очень нравилось, что он играет не какие-нибудь простенькие мелодии. Выйду я, как эта песня-то? Да, он играл вот эту классику, которая ей была очень близка и очень понятна. И она первоначально слушала его тайно, потому что боялась его в этом, помешать, что ли. Он ее заметил и сказал: слушайте, приходите. И они потом ближе познакомились, часто вечерами гуляли. Я, правда, вот эту фразу сама представила: война, и они гуляют в районе города Риги. Да, в районе города Риги они гуляют, разговаривают, мечтают, он что-то ей наигрывает еще там и так далее.
И тем не менее, вот это вот такое знакомство, оно их очень сблизило. Хотя он ее очень сильно уважал и за ее глубокие политические знания, за то, что она так хорошо разбиралась в политических вопросах. И он, шутя, говорил: я тебя полюбил за твои политические знания. Ну, это было, конечно, выглядело смешно, но тем не менее, вот это уважение к ней, преклонение перед ней, перед ее знаниями, перед ее вот такой духовной высотой, это всегда ему было чрезвычайно близко. И он пытался подтягиваться за Прасковьей Ивановной. Прасковья Ивановна очень многое сделала для того, чтобы он состоялся. Несмотря на то, что после 25-летнего брака они расстались, и он женился на другой, очень хорошей женщине, Тамаре Алексеевне Чисталевой, она первый директор литературного музея имени Куратова, который, помните, еще размещался на Орджоникидзе 10. Тем не менее, Прасковья Ивановна продолжала быть его духовной сестрой, если можно так сказать. Он всегда к ней прислушивался, и все свои произведения, опубликованные, он дарил ей с теплыми надписями, с благодарностью, что благодаря тебе я написала это, благодаря тебе я защитила диссертацию. И это действительно так. Это действительно соответствует действительности. Это действительно соответствует действительности. Потому что если бы не Прасковья Ивановна, я об этом уже говорила как-то, если бы не Прасковья Ивановна, возможно, он остался бы поселковым пареньком, играл бы на этой гармошке, женился бы на какой-нибудь хорошенькой девочке, учительствовал, быть может, и таким образом прожил свою тоже интересную, но уже другую жизнь. Дело в том, что до войны Прометей Иванович окончил двухгодичный учительский институт при Комипединституте. Вот такой институт был основан в 1934 году и просуществовал, собственно говоря, не очень долго. После войны он продолжил обучение в Комипединституте, но тоже на физико-математическом факультете, он был математиком, но уже получил высшее образование. Учительский институт давал только неполное высшее образование. И поэтому вот он, в общем-то, особо и не думал о какой-то музыкальной карьере. Он видел себя учителем. И он работал в школе, он работал в Милчемской школе, позднее он работал в Вильгардской школе, позднее он преподавал математику в музыкальном училище, и это его вполне устраивало. Но Прасковья Ивановна ему сказала, да, я забыла сказать, что после войны, несмотря на то, что он пригласил сразу же Прасковью Ивановну сюда, в Сыктывкар, она отказала ему, сказала, что она должна получить образование. И она поступила в Куйбышевский пединститут, окончила филологический факультет, получила диплом учителя языка и литературы. То есть, в общем-то, она обладала хорошими литературными знаниями еще. И это было для нее большим плюсом. Это музыкальное училище. Это ее сын Леня. Вот он тоже. Это Леня тоже на могиле Прометея Ивановича Чисталева. Это рисунок Ремы Ермолина. А вот это 95-й год, как раз рядом с Прасковьей Ивановной сидит Валентина Александровна Видедева. Прасковья Ивановна очень любила в нашем музее истории просвещения комика «Шаляпинские вечера» и не пропускала ни один вечер. И если звучала красивая музыка, она плакала. И говорит, я говорю, Прасковья Ивановна, вы чего плачете-то? Она говорит, я не могу. Такая красивая музыка, и у меня прям вот тут все бурлит, и слезы сами текут. Я ничего не могу с собой поделать. И вот здесь будет фотография. Это дома Прасковьи Ивановны, это тоже дома Прасковьи Ивановны. Разно, конечно, судя даже по нашей. Это моя мама.
Она очень была дружна с Прасковьей Ивановной, мама хохочет, да. Моей маме сегодня 95 лет, она на 5 лет моложе Прасковьи Ивановны, она ее последние годы, когда Прасковье Ивановне было трудно ходить, сопровождала на прогулку, в театр. И мама говорит, мама, слава Богу, жива, здорова даже, все нормально, все с ней хорошо. Тут еще есть фотографии, где мы втроем, Прасковья Ивановна, мама и я. Я вот ради мамы эту фотографию поместила. И поэтому, конечно, вот куда-то я очень далеко ушла на сегодняшний день. А на самом деле я говорила о том, что она получила высшее образование в Куйбышевском пединституте и только в 1949 году приехала сюда. 1 июля она приехала 1949 года, 15 июля они расписались. Она человек была принципиальной, она не могла так с ним просто жить без регистрации. И когда она поняла, что ее муж не будет предпринимать никаких усилий для того, чтобы стать музыкантом, она все это взяла в свои руки. Она была несколько авторитарной, и это помогало их дружбе, потому что он был скромный такой, непубличный человек, он стеснительным был очень. А она бойкая была такая, в общем-то, довольно бойкая была. И она сказала, он уже писал тогда для себя музыку. Она говорила, какая у тебя красивая музыка, надо, чтобы ее знали и другие. И тут в газете в 1950 году появилось объявление о том, что объявляется закрытый конкурс на лучшее музыкальное произведение. Ну и, конечно же, благодаря Прасковье Ивановне он отправил туда свою песню, называется «Вели чай на Москве». И, кстати сказать, в этом конкурсе участвовал и Александр Осипов, тогда уже известный композитор. Но первое место занял Прометей Ионыч Чистолев. Но когда вскрыли конверт, то выяснилось, что, оказывается, он учитель в Нюрчине, простой учитель в Нюрчине. Когда его уже пригласили в Сыктывкар, поговорили с ним и предложили ему поступить в музыкальное училище. И в 1952 году он стал студентом этого училища. А когда выяснилось, что у него есть высшее педагогическое образование, то ему предложили преподавать математику. А когда директор училища Пантелеймон Осипов в 1953 году ушел из жизни, то Прометею предложили стать директором этого музыкального училища. И оказалось, в одно время он был и директором, и преподавателем математики, и студентом по классу баяна. Это, конечно, был нонсенс, это впервые, и между прочим, не последний раз такая ситуация сложилась в музыкальном училище. Прасковья Ивановна тоже стала работать в этом музыкальном училище, а завучем у Прометея Ионыча была Ия Петровна Бобракова, основатель театра оперы и балета. В 1958 году, благодаря Ие Петровне, первым оперным спектаклем этого театра был Евгений Онегин, и впоследствии она развивала этот театр. Сначала сама пела, а потом выступала в качестве режиссера, стала главным режиссером этого театра. В 1992 году в театре прошел впервые фестиваль «Сыктывкар-Сатулас». Благодаря этому фестивалю о нашем театре узнали во всем мире. И в 1993 году он получил статус театра оперы и балета. А Сыктывкар-Сатулас сейчас носит имя Ии Петровны Бобраковой. Позднее, когда Ия Петровна работала в этом театре, Прасковья Ивановна являлась музыкальным, как там должность-то называется? Майя Васильевна!
Да. Майя Васильевна Быстрова, она нам споет два романса Прасковьи Ивановны на стихи Ирины Глинниковой. Сейчас, какую должность занимала в театре Прасковья Ивановна? Как называется? Зам литературной части. Заведовала литературной частью, то есть вот эти программки она готовила и так далее. Конечно, наверное, в пору, когда работала там Прасковья Ивановна, эти программки были блистательными, очень грамотно составленными, такими неформальными. Я, кстати сказать, не смотрела никогда эти программки, надо было посмотреть. Мне даже стало самое интересно. Как-то вот эта страничка у меня выпала из биографии